Сегодня мы с вами находимся в троллейбусном парке города Алматы. У нас пришла партия 112 троллейбусов. У нас они трехдверные, вместимость пассажиров больше 100 человек. Давайте пройдем в середину, посмотрим накопительную площадку. Здесь у нас находится пандус для инвалидов, для колясок. Вот так вот у нас открывается он. Колясочник закатывается внутрь, либо обычная коляска с ребенком, либо какая-нибудь тяжелая сумка закатывается, водитель закрывает пандус вот таким удобным движением, заходит вперед и закрывает двери. Вот такой у нас накопитель здесь большой, очень большой накопитель. Здесь у нас 3 сидящих места. Если вдруг накопитель свободен, если у нас здесь в желтой зоне нету инвалида, нету коляски, здесь можно либо стоять, либо откинуть сиденье и вот так вот раскинуться вообще в посадке. Вот у нас здесь стоит новый терминал Луна, не совсем маленький, удобнее вообще, прям то, что давно нужно было сделать. Здесь у нас задняя часть, она достаточно широкая, чтобы здесь было удобно стоять. Потому что обычно в автобусах, которые производились 5-7 лет назад, например, каких-нибудь производителей, как Жонтонг или как Golden Dragon, в задней части было очень тесно. Поэтому Ютонг совместно с троллейбусным парком, они проработали удобную компоновку сидений, соответственно, удобные проходы, чтобы людям было комфортно стоять. Вот у нас находится 2 сиденья здесь. Из-за того, что у нас здесь нет двигателя, у нас места в салоне побольше. Поэтому 2 сиденья здесь, 2 сиденья здесь. Обычно на этом месте находится шахта. В этом месте у нас находится 2 сиденья, соответственно, чуть-чуть компоновка изменена. Теперь мы пройдем вперед, посмотрим на убранство кабины водителя, на удобство. Также обращаю внимание на то, что у нас здесь есть USB, то есть можно заряжать здесь телефоны, причем у нас оно в изобилии, то есть здесь можно зарядить вот 4 телефона, при том, что здесь место для сидения всего 2. То есть если вы едете стоя, вы можете спокойно сюда подключиться, здесь какая-нибудь бабушка сидит, вы ее не будете тревожить. Здесь у нас место для хранения багажа, для хранения сумок, для хранения прочей мелочи. Рядом у нас стоит короб. Здесь в этом коробе у нас находится либо аптечка, либо провода, предохранители и всякая прочая всячина. С левой стороны у нас 2 сиденья одинарных. С правой стороны у нас, получается, идет сиденье тоже для пассажиров, но уже двойное. Почему так сделано? Потому что если мы здесь поставим двойное сиденье, здесь будет более узкий проход, примерно, ну, может, сантиметров на 20, может быть, 30 сантиметров. И поэтому сюда поставили место для хранения сумок, тоже, получается, вот в этих 2 сиденьях. Из-за этого проход здесь более широкий. Сидений здесь, в принципе, и так в избытке, а вот на ширину прохода обычно жалуются. Поэтому в нашем случае, в троллейбусе, здесь спокойно разойдутся 2 человека. В час пик здесь можно разойтись даже 3 людям. Я сам ездил в троллейбусе уже в новой партии. И в первой партии точно так же. Здесь можно спокойно 3 людям разойтись без каких-либо проблем. Это самая главная черта городского автобуса, особенно низкопольного. Большая вместимость и удобство прохода. Потому что в час пик сюда набивается больше 100 человек. Поэтому нам нужно учитывать все нюансы. Ну а теперь давайте посмотрим троллейбус снаружи. Общей сложности троллейбусов в троллейбусном парке у нас будет 212 штук. То есть первые 100 штук уже приехали, это первая партия, вторая партия 112 штук. Соответственно, все троллейбусы у нас от компании Ютонг. Полный сервис. Вот у нас, мы покажем видео, у нас находится здесь дежурный от компании Ютонг, который постоянно наблюдает за техническим состоянием. Если вдруг какие-то проблемы возникают, мы их решаем. Мы переходим к самому интересному. Это сердце троллейбуса, это его двигатель электрический. Вот у нас место для зарядки. Вот у нас
есть такой как шланг, как в телефоне. Примерно такая же система. Мы открываем, вставляем разъем, и у нас троллейбусы заряжаются, потому что троллейбусы у нас одновременно работают и от контактной сети, и от батареек. Соответственно, если вдруг контактная сеть там где-нибудь оборвется, троллейбус просто снимает штанги и едет дальше по маршруту. Хотя раньше в Алма-Ате с этим были большие проблемы, и жители постоянно жаловались на простое троллейбусов. Теперь у нас такого не будет. Мы переходим к задней части. Здесь у нас находятся катушки. Катушки у нас намотаны здесь вот такие канаты. Это для спуска штанг. Сейчас мы переходим к сердцу троллейбуса. Это электродвигатель. Здесь, честно признаюсь, Купидон выстрелил мне в сердце. Это красота вообще невиданных масштабов. Здесь у нас располагаются модули. Здесь у нас батареи, кондиционер. В общем, это сердце. Электродвигатель. Соответственно, они подключены к батареям. Здесь у нас подключено и отопление. Здесь подключено все. Красиво, функционально, экологично. Это самое главное. Потому что в Алма-Ате сейчас просто отвратительный воздух. И самое лучшее решение это будет электрические автобусы. Особенно если это Ютонг. Вот здесь у нас еще немножко троллейбусов стоит. Серия 72.0. То есть это самые свежие, которые уже недавно приехали. На тралах мы их привезли с завода Кастехно. Вот они у нас здесь стоят. Красивые, все нарядненькие, ждут выхода на линию. Ну еще покажу вам чуть-чуть утрянку троллейбусного парка. Это у нас ремзона. Здесь у нас ямы, на них стоят троллейбусы, и они ремонтируются нашими механиками и механиками троллейбусного парка. Сегодня были в троллейбусном парке номер 1 города Алматы. Записываю для вас обзор на троллейбус. Надеюсь, троллейбусы вам понравились. Мне лично троллейбус очень понравился. Спасибо большое персоналу и директору троллейбусного парка за предоставленный троллейбусный обзор. Мы очень рады были посмотреть. Подписывайтесь на наши обновления. Впереди вас ждут и автобусы, и троллейбусы компании Ютонг. Вообще различных цветов, различной длины. И мы все будем обозревать и показывать вам, конечно же, что у нас там собирается такого интересного. Уважаемые пассажиры, двери закрываются. Следующая остановка — завод Ютонг.